Dostlar, programmamızın başında biz sizge elbette ki bugünkü misafirler hakkında ayttık ve ayttık ki bugün biz kadınlar hakkında söz işleteceğimiz. Yani birinci bizim misafirimiz kim olganını da biz sizge endi aytkan edik. Ama bu misafir bizge küçük ve çok güzel bir sürpriz yaptı ve biz bu sürpriz ile sizinle memnuniyet ile bölüşeceğimiz ve birinci misafirlerimizni takdim edeceğimiz. Elbette ki dostlar, Tunev'in analarının günü kaydetildi ve biz memnuniyet ile stüdyamızda 3 balanın anasını ve ana yüreği adlı Kırım Tatar Kadınlar Regional Cemaat Hareketi'nin reisini Linara Hanım Rustamova'nın ve onun Dilber kızçığını Esmira'nı davet ettik. Selamun aleyküm, hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar. Size de hayırlı sabahlar kızlar. Çok sağ olun. Bizim Dilber Kırım Tatar kızlarımız. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Telezrителям haberleriniz tatlı olsun. Sağ olun. Günaydın sizge kızlar. Sağ olun. Çok sağ olun. Aslında bu güzel sabahınız neden başlandı? O başka sabahlarından bir böyle şekilde farklandı mı ya da yok? Farklamadı. Çünkü обычное время просыпания, я вообще люблю тишину. Я люблю утреннюю атмосферу тишины, когда все люди спят. Мое первое хаве начинается с 4 до 5. Это время моего просыпания. Поэтому то, что вы пригласили таким ранним утром, таким красивым утром, ничем не отличилось от вчерашнего, позавчерашнего дня. Это образ моей жизни. Я люблю это время просыпания, и у меня есть свои ритуалы, с чем я начинаю свой день. Ananın sabahı nasıl aslında başlana? Herkes uyana, sizge sabahlık pişirmege gerektir. Aslında buna 3 balanın ana olmak bu kıyın mı ya da yok? Леда Чухенда Диль, ну и не так просто. И не просто, девочки. Не просто в чем? Я больше ориентируюсь на настроение своих детей. Мне очень важно видеть блеск в их глазах. Я стараюсь делиться с ними, чтобы они утром начинали с улыбки, потому что так будет целый день их не идти. Вечером ложились с хорошим настроением спать, чтобы не в неврозе. Вот в этом есть, когда дети одни уже взрослые, девочка подростковый возраст, в этом есть трудности, когда ты во всем доме должна быть начеку. Там улыбаются хорошо, а там что-то комнату закрыли, а может что-то случилось. Вот эта атмосфера, которая вот не так вот вызывает вот эту простоту, как хочется сказать, да, это круто, это хорошо, быть мамой легко и просто. Нет, нелегко. Ленара Hanım, ya Kırım Tatar anası olmaya kıyın mı ya da kolay mı? Ve nasıldır şekilde Kırım Tatar anası, Kırım Tatar kadın başka analarından farklana? Ну, как сказать? Конечно, когда у нас есть разница в религии, естественно, значит, есть разница в культуре воспитания, да? Нас каким-то образом особенно воспитывала Бизимана Лагмес, каким-то особенностью воспитываю своих детей уже я. В чем есть разница? Из-за того, что мы мусульмане, в этом есть разница, потому что сама религия нас не то что обязывает, Предполагает. Прививает. Не прививает, вот, может быть, да, предусматривает о нашей сдержанности. Я вот вчера задумалась над таким вот вопросом сама по себе. Есть такие моменты, когда я дочке не говорю, вот это надо сделать вот так. Но у нее это автоматически, она уже с кровью, видимо, это передается, что она понимает о своей сдержанности, что она все-таки мусульманочка, она понимает, что как вести себя возле своих братьев, она конкретным действием, что вот так вот перед братом красиво или некрасиво, я не учу, но это делается автоматически, понимаете? Вот я об этом хотела сказать. И нас как воспитывали? Нас же тоже вот, они даже нам не
не говорила замечаний, допустим, при Гельдер Мусафирлер, да, елімізде. Bizde bala, моя mama sağlığın, anam ömrünüz uzun olsun, sağlığınız çok olsun. Нас тоже 8 детей, я самая старшая. Ой, машаллах. Да, родители выросла я в большой семье. И нам мама, вот по культуре нашей вот религии, нам даже не надо было делать замечания. Нам было достаточно, что она на нас посмотрела. Да. Мы уходили. Но если уже мы не реагировали, что она на нас посмотрела, у нее был знак отличительный. Все, вот так вот мама пальчик поставила на свою щеку, мы, значит, что-то делаем не так. И мы уже соображаем, что именно мы не так ведем себя. Вот как-то вот так отличается воспитание Кырым татар анасының тербиясы башка аналарда. Если смогла. Эсмира ханымға да суал. Бұдан бір суал Яқшы Ленара ханымға ве Эсмира ханымға кешер. Сіз айттыңыз ки сіздің хорантаңызда, ана бабаңызда 8 дәне балачық бар ве олар арасында сіз ең бұйығы. Демек, балалықтан башлап, сіз ананың ең яқын ярдымжысы едіңіз ве бүтін кәделеріңізге, қардашларыңызға екінші ана ки болдыңыз. Ве балалықтан... И до сих пор так. Ве сіз балалықтан, мен белесем сіздің 3 балаңыз дегілді, сіздің 10 баланың чығыңыз бар, чүнки бұйық, хорантада ең бұйық қыз олмаға, бұл айры бір месулиетлігі, doğru mu? Эся 17-я внучка, сейчас 24. Мен улары да ана. Torunlar da ana, babamın torunlarına da ana. Ну вот как-то, ну и хорошо, что нас так много. Эбе, çok güzel. Да, такие есть моменты, когда Ахмад Шип понимаешь, что есть 8 дверей, когда ты в любой момент можешь без стука зайти. Вот этим ты и богат в этой жизни, вот этим человек богат, девочки. Хоранталарымызда çok балар olsun. Olsun kızlar, olsun inşallah. İnşallah. Эсмира, сенің сабан насыл башла, насылда мектепке уянмаға севесің? Любишь вставать по утрам рано в школу? Да, люблю, когда мама меня будет. Мне очень нравится видеть ее улыбку. Ой, не kadar güzel. Aslında sabahımız bugün ayrı, farklı, bayramlık böyle isini de doğru bizge. Çünkü erdem bizge balaçıklar gelgende biz huvanamız, pek huvanamız. Ve Esmira, biz ayttık ki anandan soradık ya Kırım Tatar ana olmağa bu nedir? Ya Kırım Tatar хрещик olmağa bu nedir? Anan sana neni öğretiyor? Чему тебя учит мама? Что значит быть крымско-татарской девочкой? Чему она тебя учит? Мусульманкой? Мама учит меня культуре, потому что я отличаюсь от других своей верой. Çok güzel. Maşallah. Meleğim, nazik, çok sağ ol, gayrı güzel. Ахиқи Кырым татар қызчық. Мулайым, танчақ, машалlah. Evet, böyle сдержанно, все очень скромно, çok güzel. Maşallah, öyle de devam et. Ленара ханым, білеміз ки сіз жемат әрекетлерімізде фаал іштирак етесіңіз. Мұна сіздің ана юрегіңіз тәшкілаты, о ақында тариф етіңіз бізге ашық бұл тәшкілаты ақында. Ве асылда насылдыр мұна бойле бұйық хорантанын ана олмақ ве жемат ішлеріні бірлештірме қолай мы сізге? Ve ne için tamam ana yüreği? O kadar güzel serlevası. Ne için tamam ana yüreği serlevasını seçtin? Наверное, все же, девочки, это идут корни названия этой организации с детства, да? Мы только что проговорили, что я сама из многодетной семьи. И объединение мам, Анны Лермес, это тоже свой вклад в развитие не только культуры, религии, но и развитие самого государства, самой республики, в которой мы проживаем. Мы не можем оставаться в стороне ни в каких вопросах. Это я однозначно для себя поняла. Если, дочка, вы будете, мы все останемся в стороне, кто тогда наши будут вопросы решать? А их у нас очень много. Вот в данный момент на днях мы при поддержке Руслана Исмаиловича Бальбека приняли решение, что до марта
2017 года мы проедем по регионам с представителями пенсионного фонда, со специалистами, где будем собирать многодетных матерей вместе с их детьми и информировать их, какие у них есть права. Мы приглашаем, кстати, Милет, чтобы участвовали на наших выездных мероприятиях, где с детками будет отдельная игровая, праздничная атмосфера, праздник, а с родителями будут разговаривать непосредственно специалисты, чтобы разъяснить им их права. Очень жаль, что мало людей знают своих прав, даже что касается вот документа материнский капитал. Люди получили сертификаты, дальше не двигаются с места. Это все от незнания. Поэтому вот сейчас поставлена у организации задача объехать регионы. Начинаем мы Красноперекопский, Раздольнинский, Черноморский, вот, Западный Крым, потому что туда очень мало доходит информации, особенно вот, что касается матерей и их прав. Ну и дальше туда уже к марту месяца хотим Ахсметулса. Хотим собрать съезд матерей, вручать. Вы знаете, помимо того, что у них есть вопросы знания юридических своих прав, да, государство вообще щедрая страна. В ней очень много программ государственных, о которых мы просто не знаем. Мамы многодетные не знают, и они не пользуются своими правами. Помимо этого есть еще, помимо еще проблем, есть еще красивые стороны. Мы можем показать образцовые семьи многодетные. Вот почему я говорю, присоединяйтесь к телеканалу «Лет». Нам есть что показать. У нас есть среди крымских татар, хотя сейчас вопрос не стоит, оповещать именно крымско-татарских матерей многодетных семей. Нет, ни в коем случае. Это на площадке всего района, всех матерей, независимо, конечно, однозначно по национальной принадлежности. А культуру многодетных семей, с чего начинается их утро, где 5-6 детей надо собрать в школу, это тоже надо показывать, это интересно, и это будет вдохновлять. Моя лично моя цель заключается вот этих родителей, мам, особенно женщин, потому что на их плечи очень много ложится, вы согласитесь, да? Вот дарить им вдохновение, вот, чтобы они поверили, что о них знают, что их помнят, что вот в марте хотим собрать съезд грамотами, медалями, я не знаю, там, как мы уже к марту месяце подготовимся, чтобы отдельно поощрить мам за то, что они дали род, дали, значит, следующую жизнь, да, вот продолжение жизни, продолжение нашей национальности. Ну вот, я думаю, что я объяснила вам свою мысль. Да, çok sağ olunuz. Yaxşı bir maqsad, men belesem, gerçekten de böyle analar ayrı dikkatga layıktır. Nasıl birleştiresiniz bu işlerini, Ленара Hanım? Kolay mı? Hem Kur'an'ta hem de böyle mesuliyetli işler. Это интересно, это меня заводит. Мне даже есть внутреннее такое состояние, Хазлар, как будто если я вот там неделю-две там отошла от общественных дел, вот уже я ощущаю, что мир остановился, я ничего не знаю, где что происходит. То есть только увлечься своим домом, своими детьми и быть не полезным обществу, это уже не приносит радость. Это не хватает для моего уровня развития духовного своего мира, мне это не хватает. Я хотела бы, если с вашего позволения, может быть, сейчас многодетные семьи меня слушают, если можно, хотела бы обратиться, возможно, в каких-то районах есть экстренные или, наоборот, есть образцовые семьи, пожалуйста. Я бы хотела, чтобы вы мне напрямую позвонили. Мой телефон 79 78 783 07 88. Буду рада звонкам. Сағ олыңыз.
Сізді çok sağ olun, çünkü gayet güzel işlerini alıp barasınız. Ve Fatime bir sual berdi sizge, nasıl etip siz onlarını birleştiresiniz? Emana olmağa, em teşkilatını kurmağa ve biz gayredan güzel bunu göremiz Fatime, çünkü her bir tedbirde, böyle mesuliyetli tedbirde siz kızcığınızı alasınız ve balalıktan ona böyle ciddi olmağa ve böyle öz maksadına yarışmaya öğretesiniz. Doğru mu? Nasıl maksadları da var? Ну, первый вопрос, который как совмещаю, да? Совмещаю, наверное, только из-за того, что мое время просыпания с 4 до 5, да? Вот это. Ну, мы как-то предполагали, да. Да, то есть если человек начинает раннее свое утро, тогда он успевает все, успевает и в доме, и кушать успеет приготовить, на спорт сбегать успевает, Машалла, холодной водой облиться успевает, себя приводить в порядок, ребенка в школу отвозить. Ну, все это успевается. Сколько вы ложитесь спать? Мы ложимся 10-11. Ага, все, вы высыпаете. Самый правильный сон, кстати. С 10, с 11, да. Чего гузель? А то вот хотела спросить по поводу вот рациона мамы, да? Вот вы сказали, что вы просыпаетесь очень рано. Вот во сколько вы ложитесь, что вы успеваете так все? Я думала, может, вы вообще спите пару часиков. Так прекрасно. Нет, это в молодости полностью... спали по пару часиков, сейчас уже не те силы. Чтобы давать людям вдохновение, нужно прежде всего быть внутри самой здоровой, самой позитивной. А сон это тоже, если ты кислый, неинтересный человек, ну вот что ты можешь людям подарить? Людям очень мало сейчас надо. Сейчас уже такое время интересное, что людям внимание надо, забота надо, выслушать надо. Вот очень мало, чтобы они ушли от тебя вдохновленными, ушли от тебя радостными. И еще был момент, дочка, да? Да, вот вы, по поводу да, по поводу вашей кызыңыз ақында, асылында сіз оны әрдайым өзіңізден аласыңыз ve öğretесіңіз, насылдыр бір шекілде жүдде olmağa керек, насыл бір шекілде мақсадлар құрмаға керек, о сізге насылдыр бір шекілде ярдым ете. Ну, это искренне, это по-настоящему, это мой талисман. Это выпрошена у Аллаха дочка. Она это знает с самого детства, я рассказываю эту историю. Я ее беру всегда с собой. Это уже настолько одно и то же я и она, что мне даже не приходит в голову ее где-то оставить, или чтобы она где-то была вроде от меня именно на мероприятиях. А цель, конечно, преследует подсознанием ту, чтобы она была смелой девочкой, чтобы она также старалась помогать людям, чтобы она смело общалась с людьми, чтобы она обязательно была целеустремленной. Я жду, чтобы она один день тоже проснется в своей жизни и скажет: да, я вот детей родила, у меня вот есть дом, а вот не выйти ли мне и быть с людьми и заниматься общественными делами. В каждое время в истории, если просмотреть историю, в каждое время были люди, которые занимались именно людьми. И это не есть плохо, но это должно у нее самой зажечься, у нее самой должно быть такое желание. То есть вы, показывая такой прекрасный пример, ждете той самой искорки от нее и того самого желания. Çok güzel. Ленара ханым, çok sağ olun cevaplarınız için. Afsus ki vaktimiz pek az, ama sonunda elbette ki adetlerimizге göre teleseyircilerimiz için nelerini айтмаға isterdiniz? Что можно сказать? Люблю я вас всех, кто слушает. Bizim milletimizi çok seviyorum. Тюльбер kızlarımızı seviyorum. Нравится и свой язык, нравится и своя культура. Хотелось бы, чтобы в каждой семье, которая сейчас вот слышит, не слышит, утро начиналось с улыбки, с любви друг к другу, уважения друг к другу. А пожелание, чтобы вы всегда улыбались, чтобы в ваших домах была радость, чтобы ваши дети вас радовали. Саглы холсон.
Мирлаев. Çok sağ olun stüdyamıza gelgeniz için. Esmira çok sağ olun. Biz elbette sizge hayırlı günler dileyik ve her vakit sizni stüdyamızda karşılamağa kuvvanamız. Da geliniz kısmet olsa. Çok sağ olunuz, çok güzel bizge keyif bağışladınız, pozitivini bağışladınız. Biz sizni elbette ki her daim görmege memnunuz. Da geliniz. Çok sağ olunuz. Sağ olun. Size sağ olun. İşte dostlar, böyle pozitif noktada bizim birinci sübetimiz yekünlendi. Biz programımızı tamam böyle pozitif noktada devam edemiz ve ogde da meraklı malumat sizlerine beklemekte. Elbette ki bizim rubrikamız sizler için dostlar. O sağlığınız hakkında unutmanız. Buyurunuz.